Друзья, сегодня нас ожидает очень интересная экскурсия. Дело в том, что сегодня для блогеров, для участников проекта дневники ekt.ru свои двери раскрыл аэропорт Якутск. Когда мне сообщили, что имеется возможность попасть на экскурсию по аэропорту Якутск, я, не раздумывая, согласился. И вот, вместе с дневниковцами мы отправились в это интересное и занимательное путешествие. Началась экскурсия с посещения бизнес-зала. У каждого сотрудника есть вот такой личный чип, который имеет право доступа. То есть вот здесь написаны зоны у нас, куда каждый сотрудник может пройти, потому что не везде есть, не у каждого на пропуске написаны зоны доступа, да? Ну и, конечно, через бизнес у нас заходят, конечно, со стороны привокзальной площади, да? Вот, ну, поскольку мы с вами имеем право, давайте вот я так сделаю, да? Вот, и мы с вами проходим в бизнес-зал. Я узнал, что также и пассажиры эконом-класса могут воспользоваться услугами бизнес-зала. Далее мы прошли зону спецконтроля. Нам выдали сигнальные жилеты. Без них выходить на взлетно-посадочную полосу категорически запрещается. Сев на автобус, мы попали в цех технического обслуживания самолетов, где в числе прочих находился самолет Сухой Суперджет. Сейчас происходит техническое обслуживание по пилотню. В данный момент именно конкретно меняются цилиндры уборки выпуска шасси, вот основных стоек шасси, и цилиндры подкосов, так называемых шасси, передний, задний. Да, это гарантийное обслуживание, это доработка. То есть здесь уже цилиндры доработанные ставятся. Вот этот цилиндр подкосов, так называемый. И цилиндр створок шасси, фюзеляжные створки шасси. Вот. То есть гидравлика, да? Да, это все гидравлика. Компания Суперджет, в частности разработчик этих цилиндров шасси, это месье Бугатти, Италия, по-моему. То есть это все бесплатно за счет разработчика. Обязательно это входит в обязательство, обязательная замена этих цилиндров, то есть за счет разработчика. Даже то, что простаивает самолет тоже. Да, простой самолет тоже оплачивается. Вот этот домкрат, я такой в первый раз вижу. Это подъемники воздушного судна, подъемники. То есть с помощью этих подъемников мы поднимаем самолет, проверяем, какие-то проверки делаем. Допустим, после этих цилиндров будет проверка на уборку, выпуск шасси в штатном режиме. То есть самолет прямо... Да, будет висеть как будто в воздухе. Даже если сфотографировать, там на фотошопе можно их убрать, будет как будто в воздухе.
Затем мы ознакомились со спецмашиной аэропорта для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Амбулифт позволяет транспортировать тяжело больных людей на колясках и каталках. Подняться со мной? Что здесь делается? Ну вот мы, например, забрали с земли пассажира на коляске. Тепло-то как? Ага. Кстати. Пассажиры, вот это вот кресло межкресельное, то бишь с обычного кресла мы просто пересаживаем и на воздушное судно до кресла нарядом проезжаем на этом кресле. С учетом там всех этих габаритов, да? Да, ну там, сами понимаете, 40 сантиметров ширина. У нас мы выходим здесь. Здесь у нас специальный У нас охрана труда, техника безопасности проводили обучение согласно данной машине. Сила трения, что он спокойно едет, да? Несмотря на то, что там очень хорошо и цепко держит. То бишь без каких-либо усилий человек может справиться с данным. Он как трактор маленький. Как часто вам приходилось им пользоваться? Сами думайте, у нас цифра на сегодня, буквально перед выходом, перед встречей с вами, 2235 пассажиров прошло через медпункт аэропорта Якутск за 2015 год. Он еще не закончился. Да, в течение одного года. Это практически не менее 6-7 человек. А так, когда бывает и 5-6, когда и 15-16, то бишь, иной раз так бывает, что мы на амбулифте не успеваем подъезжать, отъезжать. Поэтому одновременно. Один прилетает, другой улетает, поэтому загруженность достаточно высокая. Наша экскурсия продолжилась музеем авиации Якутии. Расположен он на втором этаже зала ожидания, где любой желающий во время ожидания рейса может прикоснуться к истории. Сопровождали как раз первого президента. После музея мы побеседовали с сотрудником кинологической службы и познакомились с Несси. Ну, в аэропорту 9 собак получается. Из них 1, 2, 4, 5 лабрадоров, 2 малинуа. И вот немца тоже, вот я говорил, отдали. В год а у меня материала с собой нету, даже учебная база. Зато у меня есть, я шучу. Вот она, видите, обратите внимание, как она смотрит на хозяина, да? Она только смотрит на него. И чтобы вы там вот зовете ее как, она только знает его команды, только его команды выполняет. Когда вот
ходите? С собой. Ну как она на работе остается? Домой То не есть- заберу. Как я Не ушел? один хозяин собаки? Нет, я ушел, собака все стоит. Ее просто кормят, выгуливают. С отпуска приходишь и это, заново напоминаешь, и процесс становится. Потому что перевозка дорого обойдется-то. 30 килограммов лишнего веса. И завершилась наша экскурсия на очень-очень вкусной ноте. В кафе «Полчаса до рейса» нас угостили обедом. Пожалуйста. И ваше удостоверение, имя. Ну что, спасибо большое аэропорту Якутск. Было очень интересно, познавательно. И еще бы хотелось отметить, что очень вкусно. Суперакция от Баяная. Делайте покупки в Баянай-центре от 5000 рублей и получайте шансы выиграть УАЗ-Охотник, сертификаты на МР, ВПО-208, бензопилы, мотобуры и другие призы. Официальный партнер акции — группа компаний «Колми». Будьте с Баянаем!